Дальше, между Байкалом и Иркутском, начался, пожалуй, самый трудный для меня перевал, называемый Култук. В Якутии, да и в Читинской области, на перевалах были, наверное, даже более длинные подъемы и спуски, крутые виражи. Но здесь сложность заключалась в наличии плотного автопотока, состоящего преимущественно из большегрузов. Скорее всего, сказалась пробка, в которой я простоял больше часа, и она достаточно медленно рассасывалась по Култукскому тракту в связи со сложным рельефом местности. После перевала, ближе к Иркутску, местность стала более равнинная. Автотрафик рассосался, и ехать стало гораздо легче. Снял в Иркутске вот эту квартиру, которую я уже снимал 3 года назад. В августе 22 года я закончил свой 5-дневный водный поход на веслах от истока Ангары в Листвянке до Иркутска. И именно в этой квартире я тогда поселился в ожидании поезда, до которого оставалось еще 4 дня. У меня есть фильм об этом походе под названием «Байкальская сова». Ссылка будет в комментариях. В том видео я достаточно подробно описал Иркутск и его центр, поэтому сейчас останавливаться на этом не буду. Сейчас у нас заваривается такая китайская лапша. Тоже белая какая-то, светлая. И всевозможные тут пряности. Тоже первую попавшуюся взял. Омуль я положил в холодильник, а то, глядишь, его не довезу. А перед самым отъездом я его чуть-чуть подморожу даже. Не заморожу, а именно, чтобы он температуру отрицательную набрал. Машину оставил прям так. С резиной, колесом наверху. Там вода, по-моему. Не тосол, а этот антифриз. Не думаю, что их стырят. Ну, посмотрим. Я помылся, освежился. Не побрился, правда, еще. Сейчас хожу на набережную Якобе. Это та набережная, куда я приплыл на лодке 2 года назад из своего 5-дневного плавания по Ангаре. Интересное кафе. Русская печь называется. Какой-то огонечек какие-то горят вон. Отсюда, помню, меня забрало такси. Я вот со всем снаряжением, с тюками тащился вот по этой дороге.
Много у меня было поклажи. Лодка ПВХ. Помню, как вчера. Прям яркие впечатления остались. А вот конкретно на это место я и причалил. Вот помню вот этот камень. Но здесь было мельче. То есть камень не был в воде, как сейчас. Сейчас вода поднялась явно в водохранилище. Вот это вот Иркутское водохранилище. Там Иркутская ГРЭС. А плыл я вот оттуда, где сейчас паруса виднеются. И плыл 5 дней вместо запланированного одного. Плыл практически на веслах. Только последний день у меня был, в общем-то, на расслабоне по ветру я плыл почти что под парусом. Осталось плыть примерно 2 километра. Ветер у меня сейчас принесет. И буду собираться. Собираю палатку, лодку. Вперед. 60 километров, ну 55 километров я проплыл на веслах. Гуляюсь я по пляжу, поэтому здесь тогда народу было, много народу было. $80 рублей одна штука. Они примерно так и стоят. Компот еще. Доброе утро. Сегодня 28 августа. Сейчас я намереваюсь позавтракать. Опять бузами, пока из этого региона не уехал. Но перед этим я хочу немного размяться на турниках. Давно я этого уже не делал. Чтобы немного в тонусе быть, скажем так. Вот в этом районе, я смотрю, вот такие площадки повсеместно. С тренажерами всевозможными. Но турника что-то я здесь не вижу. А хочется именно турник. Вот как просто и оригинально сделано. У кого есть доступ к лесным материалам, можно даже ничего не обрабатывать. Вот так вот сделать все. Шикарно, я считаю. И качели тоже. А теперь самое время покушать опять там же, где я вчера кушал. Я вспомнил, что я забыл в холодильнике омуля взять там и сырки всякие. Но главное омуль. Поэтому сейчас мне придется ждать хозяина Владимира, когда он придет убираться. Кстати, молодец, сам убирается. Вот он мне и звонит сейчас. Кстати. В общем, сейчас он мне позвонил уже дома. Там заберу омуля. Надо купить себе все-таки какие-то штанишки. Иркутский Китай-город. Но он, по-моему, даже больше, чем Владивостокский, на мой взгляд. Ну а я дальше еду в Хакасию, в Абакан. Там меня ждет мой товарищ. Но моим планом
сделать крюк через Хакассию не суждено было сбыться. Сегодня я ночую на автостанции в городе, так, Култук что ли. Вот уже третий автобус так подъезжает. Люди выходят в туалет, тут туалет есть. В общем, оживленное место даже ночью, вот сейчас. Ну, еще не ночь, конечно, где-то 10:30. Я так понял, что всю ночь так будет. Сегодня я, скажем, снял гостиницу не для себя, а для вот Олега. Он попал в беду. Ну, подробнее чуть-чуть расскажу попозже. Я сам переночевал в машине. Ну, вот сейчас в номере помылся. Мы с ним приготовили. Повезу его в Красноярск, там у него дела. Ему надо будет там на работу устроиться. Ну, в общем, помочь надо. Мы с Олегом едем до Красноярска. Не знаю, Хакассия у меня удастся или нет, потому что времени все меньше и меньше остается. Длинные тут ходят поезда. По Транссибу. Как вы придумали поезда, да? В общем, 550 километров до Красноярска. На улице ненастье. Такая нехорошая погода. В другой ситуации я, наверное, вряд ли стал бы распространяться о таком повороте событий. Но так как я снимаю фильм, нужно максимально честно освещать картину. Олег дал мне согласие на публикацию своей истории. Ее я расскажу позже. А сейчас попробую описать, что я чувствовал, когда принимал решение взять Олега с собой. Представьте себе практически безлюдный автовокзал, проливной дождь и щупленького мужчину в промокшей одежде, ходящему взад-вперед и не знающему, куда идти. Он был абсолютно трезвый и, как потом выяснилось, совсем не пьющий. Я наблюдал за этим примерно минут 20. Он меня не мог видеть. В итоге я вылез из машины, подошел к нему и предложил поесть. Купил в ночном ларьке горячие чебуреки. Он с жадностью их съел. Я понял, что податься ему сейчас некуда. Решил снять ему на ночь номер в гостинице до утра, а там разбираться. На всякий случай сфотографировал его паспорт. На утро решил все же довести его хотя бы до Красноярска. Но в процессе дороги, пообщавшись, понял, что это не вариант. Он просто пропадет. Олег абсолютно не приспособлен к жизни. У него нет и никогда не было даже сотового телефона. Это человек, застрявший сознанием в 90-х, беспомощный, но в целом вполне адекватный и имеющий какую-то хроническую болезнь, как я успел заметить. И я решил вести его до дома.
Остановились мы здесь с Олегом, новым моим попутчиком, пассажиром, почти до конца, по всей видимости. Я вот сделал вывод, что крепление багажника вот эти пропускает воду, потому что вот здесь получается не герметично. То же самое везде, вот здесь вот. То есть при закрывании это оттопыривается и все. Во-первых. Во-вторых, расход бензина при установке багажника возрос достаточно существенно. Сейчас где-то примерно у меня 5,2, а был, наверное, 4,7. То есть так вырос на пол-литра на сотню. Ну, дождь кончился, дождь шел практически вот, не помнишь, как населенный пункт называется, в котором я Олега подобрал. Ну ладно, потом скажу. Ну вот сейчас ближе к Красноярску уже, за 450 километров от Красноярска, наверное. Дождя нет вообще, его здесь и не было, по всей видимости. Я заварил очередную китайскую эту вот лапшичку. Хлеб почему-то не найду. Какой-то бардак вообще у меня сейчас творится. И в салоне, и везде вообще. И в голове, честно говоря, тоже бардак. Как-то карты немного спутались. Та квартира, которую мы забронировали на Щорса, на улице Щорса в Красноярске, оказывается, занята уже. Сейчас бронь отменяется. Забронировал на островке хостел, какой-то центр хостел. Вот сейчас едем туда. Такие у нас квесты получаются с Олегом. Пришлось немного покружить по незнакомому ночному Красноярску. Вот утро. Олег намылся. Я приготовил блинчики. Ну, вернее, не сам, а подогрел просто. Вот в этом хостеле. Собака. Пустишь нас, да? А снизу такой маленький. Часовенка здесь. Отсюда такая развязка. Какое мощное сооружение. Вон Олег ходит.
Такая рощица здесь. Из кривых березок. И ветер постоянно дует. Вот они все и кривые. Сейчас, правда, ветра особого-то нет. Надо сказать. Что здесь у нас? В этом районе 12 июня при проведении учебного полета сорвался в штопор истребитель Аэрокобра. Самолет потерял скорость и упал на скате Красной Горки у совхоза Солонцы западнее Красноярска. Царство небесное Костину Николаю. А кто-то ведь прямо здесь забирается. Круто.